Барлығына ассаламағалейкум. Біз Калифорния штатында Оранж Каунти, Ирвайн қаласындамыз. Менің есімім Қуаныш. Менің есімім Жұбаныш. Меня зовут Эльмира. Меня зовут Азамат. Біз осындай видеороликті сіздерге Америкадағы қазақтар қалай өмір сүріп жатқанын бөлісейін деп едік. Эльмира, Азеке, біраздан бері Ирвайнда тұрып жатсыздар. Біздің оқырмандарға, сіздердің оқырмандарыңызға өздеріңіздің өмір жайлы айтып берсеңіздер. Енді мынақта әңгімені бастап отырайық. Біздер деген бізге маған қарап отқан көрермендерге қызық Америкада қазақтар қалай өмір сүретінін. Сол жайында біз сұхбаттассақ, сұрақтар қойсақ, сондай бір біздің адамдарға, Америкаға келесі жүрген адамдарға информация болсын деп осы видеоны арнайық. Сосын біздің сұрақтарымыз осы Америкада қалай өмір сүреді, сосын және де ол өмір сүргенге қанша ақша табады, қандай жұмыстар біздің қазақтар біздің қандай жұмыспен айналысатынын осы видеода айтып өтеміз. Самый главный вопрос, почему вы выбрали Америку? Почему Америку? Это моя давняя мечта. Мы к ней стремились, да. Здесь мы неспроста приехали в город Ирвайн. Для меня это самое лучшее и безопасное место в США, да. Калифорния, теплый климат, природа. Поэтому этот город однозначно наш город. Да, я слышал, что Ирвайн последние года занимает топовые места по безопасности, да? Да, совершенно. Самый безопасный город в Америке, да? Согласна, да. Соглашусь с этим. Казахи молодцы вообще, да? Выбирают, знают, где жить, да? Да, казахи знают, где жить, все правильно. Мне кажется, после этого видео многие казахи захотят переехать именно в город Ирвайн, Оранж Каунти. И будет классно, если будет такое казахское сообщество, да, большое казахское сообщество. Коротко подскажите, чем вы занимаетесь и что вы делаете, чтобы жить в Америке? Знаешь, это все через опыт же, да. Я вообще дизайнер интерьера и получила визу таланта как дизайнер интерьера. Благодаря мне вся моя семья получила грин-карту, да. Мы за полгода, реально за рекордные сроки получили грин-карту. И стал запрос от моих друзей, близких, да. Я стала сначала это просто как бы помогать, потом это уже перешло в монетизацию, то есть уже более профессионально. И сейчас я основатель пиар-компании Amy's Art House и помогаю талантливым экспертам собрать, то есть, да, все документы, как положено, кого-то раскрутить, об этом написать в СМИ. И чтобы он получил эту визу таланта. На самом деле очень круто. Трудно ли этими делами заниматься? Ну как сказать трудно? Поначалу, когда ты сам самостоятельно собираешь, это сложно. Но сейчас у меня есть выработалась своя методика, есть своя команда, да, которая мне помогает. И сейчас нам намного проще, да. Круто. А сколько команда человек? Команда у нас относительно такая молодая, маленькая, да, скажем, всего 10 человек, но тем не менее... 10 человек нормально же? А почему, хотел бы добавить и поддержать Эльмиру, мы, когда приехали в Америку, вообще с чего это началось? Мы, когда приехали в Америку, мы думали бизнес открывать, но потом стал вопрос острый. Как мы будем зарабатывать? Хороший вопрос. Это первый самый вопрос. Мы когда приехали, наши деньги просто здесь в долларах все растаяли очень быстро. И мы начали заниматься такими вещами, как обычный мигрант. Доставка. Я на всяких работах, это доставка, на полах, таксовал. Путь иммигранта, то есть это обычно, когда люди приезжают. Но самое главное, к чему мы начали грин-карту помогать людям, потому что люди сюда приезжают, в основном не только казахстан, но кыргызы, узбеки, много СНГ приезжают и не знают, как правильно легализоваться. И мы поняли, что люди просто не знают, и этого нигде нет. И потом приходили к нам люди, приходили к нам люди, и мы начали им помогать. И мы поняли, что здесь нету такой помощи, да, что люди приходят и не знают, как легализоваться, и они остаются по политике. И потом видишь, когда люди остаются, что такое политика? Когда по политике люди остаются, они не могут выехать, ждут очень долго своих документов.
не могут попасть в свою страну, да, я просто тебя, извиняюсь, перебью, да, ну, то есть есть разные статусы, да, когда ты приезжаешь, вот у тебя туристическое 6 месяцев, и ты должен понимать, как тебе оставаться, да, кто-то учится по студенческой визе, у кого-то нет вариантов там по политическим, да, соображениям, но это не будем говорить, как бы о политике, факт в том, что эти люди не могут вернуться в Казахстан. Но мы же, казахи, да, вольные, у нас должны быть корни, да, когда мы можем вернуться к родителям, то есть подпитаться своей энергией и вернуться обратно же в Америку и строить бизнес дальше. Мен мынандай сұрағым бар. Бізде таныстарымыздың достары келіп статус өзгертіп, туристический уақыттан асып кеткеннен кейін статустарын өзгертіп, енді Қазақстандағы әке-шешелер бар, туыстары бар. Солар түрлі жағдайлар болады, например, Құдай сақтасын, жақындарың қайтыс болған кезде садақаға бара алмайды, мысалға шыға алмай жүр, себебі қайтып келе алмайды. Ол үлкен проблема деп ойлаймын, себебі осы жерде мен қанша қазақты көрдім, политический убежищемен жүрген, және статус өзгерткен, енді шығайын десе қайтып келуге возможность жоқ. Неге қайтып келу керек? Себебі бұл жерде балдар мектепке барады, бизнестер осы жерде. Енді даже өзінің әке-шешесінің былай айтқанда жерлеуіне бара алмаған адамдар бар екен осы жерде, да. Өте қиын жағдай деп ойлаймын. Сол себептен легальны жаңағындай жолдар бар. Менің түсінуім бойынша Америкада иммиграционный, немиграционный визалар бар. Әр адамға түрлі кейстер. Туристический бар, студенческий бар, рабочий виза, да, И2 есть, но она не иммиграционный. Талантливый визалар бар, түрлі визалар. Менің түсінуім бойынша, егерде адам ниеттеніп дұрыс кейс дайындаса, кез келген адамға легальный путем Америкада қалуға болады. Круто, круто. Себебі менде Америкада жүрген... Америка готова принимать образованных людей. То есть это все за это, да, как бы. Почему сейчас вот депортация началась, да? Много нелегалов сейчас, прям очень много. И ну, сам наш вот президент, да, он за то, чтобы были много образованных людей. У него и супруга по визе таланта, на самом деле, здесь. У Трампа, да, они поддерживают талантливых людей. Они поддерживают, поэтому сейчас это очень, да, это очень актуальная такая тема, да, для многих. Я менде де соны ойлап қалдым. Себебі достарымыз бар. Бізде постоянно Америкада жүргеннен кейін достарымыз айтады, сізде Америкада жүрсіз, бізде келгіңіз келеді, қалай келсем болады деп. Енді былай айтқан кезде психологический барьер ғой. Америка келем, не істеймін, кімге хабарласам, кім документті дайындап береді, кіммен жұмысқа алады, өмір сүруім керек, балдарды мектепке апару керек, көп вопростар бар. Сол сұрақтармен миында жүргеннен кейін, қой Америкаға бір реті келгенде барарымыз дейді, сөйтіп қала береді. Бірақ жүрегінде Америкаға келіп, бизнес жасап, болмаса балдарын оқытып, сөйтіп өмір сүргісі келетін адамдарға негізінде Америкада үлкен мүмкіншіліктер бар екенін сонда осы видеода айтып кетейін дегеніміз. Біздің мақсатымыз осы Америкада қазақтар қалай өмір сүреді. Және де ол Америка келу үшін қандай жолдары бар, соны ашып айтып кететін форматта осы видео. Сондықтан Эльмирамен сұхбаттасып отырмыз. Эльмира, рахмет, Азике, рахмет сіздерге. Енді менде тағы бір мынандай сұрағым бар. Сіздер осы Ирвайнда тұрып жатсыз. Калифорния әлемдегі ең қымбат штаттардың бірі болып есептеледі. Сол Калифорнияда сіз өмір сүруіңізге, сізде 3 балаңыз бар, дұрыс? 3 балаңыз бар, сіз отбасыңызға 5 адамға өмір сүруге қанша ақша табу керек? Хороший вопрос, да? Ну, смотрите, я скажу, давайте по расходам. Вообще мы вот снимаем апартаменты, two bedroom, это как у нас трехкомнатная, да? Мы оплачиваем $3,500. Ну, плюс там за машину оплачиваешь, бензин. Ну, где-то, если вот ком-услуги, все считать, это $5000. Плюс машина, да, кредит, $5000 это расходы. Но нужно и не забывать, что у вас есть помимо развлечений, да, это уже на ваши, как вы любите, да, досуг, на какую, да, досуг, да, как вы любите проводить, это от этого зависит еще. Енді өмір сүргенде $5000 былай постоянно расход болып есептеліп тұр ғой. Ал енді мысалға тамақ аласыз, арасында ресторанға барасыз дейсіз, сондай примерно соған бюджет қанша есептеуге болады? Ну, для меня, чтобы в комфортной жизни здесь жить, как бы, да, в Калифорнии, для нас, для нашей семьи, ну, 10-12 тысяч долларов, да. А если вы хотите еще и собирать, ну, больше работать, здесь же Америка. Вот енді мысалға
көрермендер ойлауы мүмкін $5000 және енді өмір сүруге тағы $1000 қосатын болсақ $6000 өте көп ақша ғой. Ол енді теңгемен есептейтін болсақ, примерно 3 миллион теңгедей. Америкада 3 миллион теңгені тауып ай сайын осындай өмір сүруге жұмсаған қалай ол, тиімді, тиімсіз ба? Наш қуаныш здесь же зависит от человека, да. Я сейчас скажу, да, легко можно эти 6000 зарабатывать. Для меня это легко, а может для него это нелегко, да. Мы поначалу, вот как мой муж сказал, мы приехали, мы видели наш бюджет, там уже все уже сокращался. Мы такие, так, надо что-то делать, да. То есть и выходили и на доставку, выходили и на клининг, выходили, вот он выходил и таксовал, да. То есть какие-то... Ты понимаешь, что вот счет, вот этот счет, он тебе нужно закрывать. Если ты заранее все это финансово правильно будешь рассчитывать, это путь иммигранта. То есть каждый пройдет, и потом он найдет себя. Кто-то пойдет в бухгалтерию, там налоги, да, пройдет какие-то сертификаты, получит. Это же все можно. Дальше обучаешься, очень много возможностей и открывать бизнесы. Я знаю очень много казахов, которые приезжают и открывают бизнесы. Очень много. Вот они вот еще дополнительный вопрос, вот говорите, знакомые казахи, вот. В общем, казахи как здесь тусуются, как живут они, как уровень жизни, сколько они примерно зарабатывают, ну, для наших зрителей, они же говорят, ой, Америка, работы нету, там гниет, вот Америка, вот это, вот то, все. Вот насчет этого, что можете сказать? По моим казахи? ощущениям, опять же, да, я со своего, это чисто мое мнение, я думаю, что здесь себя казахи хорошо чувствуют. У них мувинговые компании, да, у многих, которых я знаю. Траковые компании. То есть они покупают дома там, через 5 лет. Взять, вот, у траковой компании, у наших знакомых, они годовой, у них от 6 до 8 миллионов долларов. Это в год. Это годовой. Траковые компании хорошо здесь идут, мувинговые. Кто-то констракшеном занимается. У меня знакомая, ну, моя близкая, хорошая, она занимается флиппингом в штате Огайо. То есть она может заработать за 3 месяца там $30 000. Ну, для Огайо это хорошо, то есть $10 000, если ну, вот, поделить. А если их несколько домов, да? Ну, это я примерно с одного дома говорю. Я енді мен өзім сұрағымның мағынасын ашып алайық. Мысалға жаңа айтқанда $5000 Америкада өмір сүруге среднем құртамыз деп отырсыз да, Ирвайнда. Енді қарапайым былай айтқанда бизнесмен емес, ондай қатты жаңағындай специалист емес, просто қарапайым халықтың арасынан келген адам мысалға не істей алады. Енді мен өзімнің тәжірибемді бөлісетін болсақ, бізде мувинг компанияда балдар жұмыс жасайды, мысалға водительдер, жұмыс жасайтын жаңағы көмекшілер. Солар среднем енді минимальный жұмыс жасағанда күніге $60, $70 бастап $200, $300 дейін табады. Вот в день. Я бір күнде табады. Например, ол аптасына 5 рет шыққан кезде среднем, допустим, орташа $200 алдым дегенде де аптасына $1000 ақша тауып, $4000 мысалға айына өзіне $4000 тапса, и екінші жары болса, ол да $4000 тапса, уже $6000-$7000 тауып, осындай өмірді өздеріне қамти алады. Қолжетімді болады. Сол мына көрермендерге айтып қоятын, Америкада табыс $5000 деп қорқынышты болғанмен, табыс та өте жоғары. Нақты сағатпен төлейді ғой. Минимальный санаған кезде, жалпы минимальный оплатамен санаған кезде $2500 шығады екен. Вообще статистика бойынша, Америка бойынша $2500 минимальный оплата екен. Сосын еще Америкада мен байқағаным, қолмен жұмыс жасаған кезде көбіне чай бей аласыз. Ол жаңағы зарплатадан бөлек, адамның өзінің жұмысынан бөлек чай бей алады. Ол да мысалға бізде енді өзімнің тәжірибеммен бөлісетін болсам, бізде балдар $50 бастап, прям $100 дейін, $150 дейін чай бей алады. Просто жұмыс жасаған үшін ол зарплатадан бөлек. Мысалға $100 чай бей алдым дегенде де, ол біздің ақшамен 70 000 теңге. Просто 70 000 теңге чай бей қалады. Сол это культура же Америки. Американ культурасы. Типы, вот это все. Сондықтан осылай өмір сүріп, мысалға үйде уже 35-40-қа келген адамдардың көбіне балдарды өсіп қалады. Мысалы 16 жаста, 18 жаста мен осы жерде тұратын дос балам бар, Аслан деген. Соның үлкен баласы супермаркетте жұмыс жасап, сол сағатына $18 ма, $20 алады. Ол уже өзіне бізде айтады ғой, енді қазақтарда Камрида 70-дік, 80-дік деп та, даже жас балдар өзіне сондай машинды могут позволить. Здесь, в Америке, машина это вообще ну, не роскошь, да, это средство передвижения. И каждый может позволить себе и зарабатывать, оплачивать за машину, кредит. То есть здесь кредит, он намного легко. Ну. Нет, здесь надо понимать, что Америка, по поводу если кредитов касаться, то Америка вся построена на кредитах. Это система. Если у тебя нет кредитной истории,
то мало где тебе открываются двери. Везде здесь для бизнеса, Это в первую для очередь дома, ты для приезжаешь, машины начинаешь вы строить. должны историю, кредитную историю показать, то, что Да, вы да. платежеспособны, то, что обороты показать. Это, Америка это на этом вся. Даже если у тебя есть миллионы, но у тебя нет кредитной истории, это уже Да, да, слышал, да, трудновато уже, да. это уже будет намного сложнее. И по поводу Лучше типов, кэш вложить. это типа как чаевые, да, можно, ну, я бы хотел бы добавить по поводу то, что Америка вся, вот они же мигранты, все из мигрантов, они выросли на типах сами американцы. Они обязаны, ну, это у них, они когда рассчитываются, они даже вот так думают, так, я посижу там на $50, я обязательно 10-20 долларов оставлю как типа. Это уже, ну, для меня, Культура, это культура их. Вот этой культуры они учат, вот таких, как мы, мигрантов, которые приезжают. Вот ты же выходил на хэндименство. На Тебе тоже хэндименство чаевые выходил. закинули. Да, я на моих хэндименство выходил, мне чаевые давали $100, 200. Работа, может, стоила там $150, но он мне давал там... Жизнь мигранта, да? Да, жизнь мигранта. А он мне давал чаевые там 150 или 200 долларов. Я был в шоке. Это как так? Это же работа стоила там $150, а мне... Потом понимаешь, это у них такая культура. Ну, молодцы, ребята, выдержать такое, прийти, никого не зная. И немногие, вот я слышал, что люди приходят, не могут найти работу или там какие-то нюансы и возвращаются, откуда пришли. А вот вы тоже молодцы. Здесь какую-то движуху организовали. Азеке, мен сұрайын деген хэндмейд деп айтып отырсыз, бізге көрермендерге өте қызық болуы мүмкін. Себебі жаңа тез айтып кеттік та, ол негізінде біздің осы жиналған себебіміздің бірі сол маңызды нәрсе деп ойлаймын. Солған двух словах не екенін түсіндірсеңіз. Хэндименство это муж на час. Муж на час это старая, древняя вообще на самом деле профессия в Америке, самых древних профессий. Здесь очень много было мигрантов, женщин, потому что когда была война, они вызывали людей, мужчин, и они делали им работу. Это вот называется... Ну что делали? А ты сейчас Ну, муж на час. муж на час, А мы это подумали, да? На самом деле, это собрать Повешать мебель муж на телевизор, час, да, там, телевизор сделать, там, телевизор повесить, я не знаю, там, Не таких кран прям, поставить, да, да. там Это у нас такого как нет. плотник, типа, да? Да, как у Электрик, нас плотник, да? электрик. Он всё, Но да. хэндимен, он подразумевается, что он делает все. Вот у нас, допустим, электрик отдельная работа, да, Да, плотник да. отдельно. А здесь хэндимен, маленькие Золотые работы, руки, делает да, все. всё. Он может и дверь Очумелые ручки, в общем. Да, на все руки, да. Мужик на все руки, да? Да, Ана, мужик. в наше время, когда мы подростковое время, вот это по домам был же вот это. Да, по домам. Да, там и показывали баклажки, там что-то клеили, очумелые ручки. Очумелые ручки. И у них услуги хорошо оплачиваются, Да. и они прям типы, они понимают, что это труд, да, человек. Все, ребята, кто занимается вот электрикой, сантехникой, можете смело в Америке жить. Нет, на самом деле, вот примерно, если сантехником работаем, да, вот есть студент, который приехал из Казахстана, начал только-только вот понимать, что такое Америка, и вышел на хэндименс. Вот основной вот, иммигранты на это выходят. Вот сантехник. электрик. Американская Сколько мечта. зарабатывает? Американскую мечту реализовать. Ну, вообще хэндимен может зарабатывать, и даже если ничего не умеет делать, он может зарабатывать от $3500 в месяц и Круто, выше. круто. Это в тенге получается миллион 600, миллион Еще 700, да? нужно понимать, что он... Смотрите, хэндимен зарабатывает по Америке приблизительно от $25 в час. Его работа стоит $25 и выше. Ну, кто как себе... И $50, и $60 в час, и $100 хэндимен. И самое главное, почему многие сейчас мигранты начали хэндименством заниматься, здесь не нужны как бы лицензия, и плюс не нужно разрешительные документы. Social Security Number называется. Это, как у нас в Казахстане, ИИН. ИИН нужен, да? А когда ты приезжаешь мигрант, у тебя этих документов уже нет. То есть ты уже на кого-то же работаешь, правильно? Да, На да. какую-то... На Ты какую-то. не можешь работать, если у тебя social. Если Ты social, здесь ты чуть должен. Ну, я в плане того, хэндимены, я работал на себя. Вот что Но у имеется тебя в виду. был social work. То есть Нет. Как Это- нет? Нет, не нужно. Ни social, ни work, не нужно, чтобы работать на хэндимене. Ты Это самое сейчас, важное. ты сейчас что-то неправильно говоришь, понимаешь? В Америке ты должен официально, у тебя должны документы, чтобы какие-то налоги. Он не может, если у него нет документов, он не может работать. Если по законодательству Америки, да, у тебя должна Да. быть work authorization. Так разрешение что, на дорогие работу. наши, это Да. все неофициально, если что, имейте в виду.
Я сейчас говорю про тех, кто мигранты, которые приезжают, и они все, вот я встречал хэндименов, у которых нет разрешения на работу. Ну, это ребята, которые приезжают, чтобы дома не лежать, надо же кушать, и Да, поэтому всё. ребята ходят на работу. Также и доставка, это тоже нужно разрешение. А на так, работу. если по закону смотреть, наверное, нужны какие-то лицензии, какие-то Конечно. сопроводительные А, документы. Да, надо, без этого, да. тоже надо подметить, чтобы Люди- ребята, да, приедут, могут не понять, поэтому, ребята, если вы хотите работать, то, да, можно работать, но это нелегально, то есть вы его официально не можете показывать, налоги можете не сможете платить. А если вы работаете официально, то вы платите налоги. И вот насчет ССН, вот, как я заметил, здесь, в Америке, без ССН даже иногда бывает, что банки тебе счет не открывают, тебе квартиру не дают, тебе страховка могут не выдать, например. Очень много вещей подвязано на ССН. Пока ты не получаешь ССН, как можно, вот, пока вот эта процедура проходит, возможно ли жить вот в Америке? Можно вообще открыть в банке счет, на самом деле можно открыть без ССН. Это пойти в банк, показать договор аренды, где ты живешь, и паспорт, и тебе откроют счет. Но Кредитку тебе не дадут. кредитную карту, Да. налоги ты не сможешь оплачивать. Ну, карточку дебетовую можно получить. Ну, правильно, ты как турист ходишь тут, да. Да, Да, как да, турист. турист. Но ССН получить только можно, Когда уже статус когда ты меняешь, там. меняешь стаж. Это, Эльмира, расскажи по этому Да. поводу. Ну, здесь такой момент тонкий, да, то есть разный же, кто-то остается там, да, по студенческой, кто-то по политике, кто-то по визе таланта. Он, когда получает social, он уже может кредитку оформлять, но можно и без ССН, то есть ты можешь открыть кредитную карту, свои деньги положить в банк и пользоваться. Ты банку показываешь кредит доверия, и уже после тебе кредитку выдают. Вот. Ну, если грамотно все сделать, то все вещи можно правильно собрать кейс, чтобы здесь проблем с законом или проблем с какими-то бюрократическими процессами, что проблем не Да, было. поэтому я в Инстаграм об этом сейчас стала говорить. Раньше я об этом не говорила, сейчас я говорю, что такое, ну, что не только по E2 визе можно сюда переехать, да, по бизнес, а можно по визе таланта переехать сюда. Очень много вариантов есть. Вот Да. мы сейчас что обсудили? У нас понятно, что как живут казахи. В среднем надо зарабатывать 5-6 тысяч долларов, чтобы обеспечивать именно в Калифорнии, в городе Ирвайн. Вот. А и в других штатах, например, не Калифорния, примерно как там обстоят дела? У нас была практика, да? Да, у нас опыт такой есть. Мы жили в штат Огайо, город Цинциннати. Классный город. Хороший город. Мы познакомились там с нашими земляками, казахтар, встретили, помогли. Я очень благодарен этому городу, тем людям, которые нас направили, показали вообще, что Казахи такое. наших не Казахстан- бросают, да? Да, Там не расходов бросают. на самом деле уже меньше, то есть где-то ориентировочно 3,5 в общем идет, потому что мы two bedroom уже за 2000 снимали. Если за 3,5... Это минус 20%, да, примерно? Оценка, да, да, где-то да, так. да. Хороший Ты там район. можешь еще жить и зарабатывать так же, как здесь в Калифорнии, но там ты уже можешь собирать. Вот что классно. То есть, когда мы жили, я там уже еще могла собирать эти деньги. Ну почему тогда, если это так, то большинство вот хотят приехать в Калифорнию? Почему? Хороший вопрос. Хороший очень вопрос, да. Ну, для меня это моя мечта Калифорния, мягкий климат. Здесь, знаешь, 15 минут океан, 15 минут горы, да. В воскресенье там на хайкинг ходим с девочками, много развлечений. Немножко нам было там классный город, но нам было скучно. Там даже у нас, знаешь, под балконом олени, чуть как будто мы в курортном месте были. А здесь все равно движение, головокружение. Ну, Здесь еще нужно понимать, что Огайо это штат такой демократический. Правильно? Извиняюсь, республиканский, да, республиканский. И он очень строгий штат. Строгий, да. По отношению к туристам и вот те, которые приезжают поработать, это очень строгий, потому что у нас был опыт, что нас останавливали, мы Да, ходили, 2 раза в суд ходили, это большой опыт. У нас и ДТП было, в Огайо у нас много чего с нами произошло, но благодаря нашим казахтар, которые нам действительно помогали, направляли. Молодцы, казахтар. Агайский, что, красавчик. Они очень молодцы, там есть такие друзья, вот Мурат, у меня Мурат, он помог мне
Он познакомился со своими друзьями. Это Улжас, это Мирбек, Сымбат, Сымбан, Ая. Ну там очень много казахов, которые мы познакомились. Нурбол, до сих пор мы с ними общаемся. И я благодарен. Жигитер, если вы увидите это видео, рахмет сендерге көп-көп. Вот еще что классно, я всегда рекомендую людям, да, переезжать туда, где есть кто-то знакомый, друг, он просто на начальном этапе тебе поможет. Даже элементарно купить сим-карту, знаете, он же приехал, он не знает даже, как это все сделать. Первые дни там, чтобы кто-то помог. Ну, в этом плане соглашусь, потому что я вот когда тоже приехал первый раз в Америку, тогда стараешься найти какой-то комьюнити, где знают, что как открыть компанию, там, где искать работников, чтобы там на работу принимать. Ну, очень много вещей. И вот на самом деле казахи, которые здесь живут, они вот друг другу помогают. Вот согласитесь, что сюда приезжают уже избранные люди, которые, во-первых, мечтали или хотели в Америку, что-то делали, чтобы попасть в Америку. И, наверное, 1-2% только из всего, которые случайно попали, да, вот по разным ситуациям. Но в основном это люди, которые стремились, да, сюда попасть. И этих людей мотивировать не нужно. Их не нужно, да. В формате давай рано утром вставай, поехали там на работу. Эти люди уже... Да. Вот я сам просто когда первый раз приезжал, вот в 6 утра вставал, там 5:30 утра вставал. Надо было поехать, надо было там с ребятами встретиться, очень много вещей. И вот с энтузиазмом делали, потому что не надо было мотивировать, что здесь надо что-то сделать. Вот. Я с тобой соглашусь. Знаешь почему? Сюда приезжают сильные люди. Слабый человек, он не сможет здесь в Америке прожить. Он сразу скажет, я поехал в зону комфорта, там, где мне ничего не надо, от зарплаты до зарплаты, где я жил, да, и все, сидел дома, вот квартира у меня есть, и не надо, да. Здесь сюда приезжают сильные люди, у которых есть намерения свои, да, о своих детях, которые думают, там, вот ради них готов, которые рвать. Здесь на деревьях, как вы видите, доллары не растут, поэтому это действие. А еще, вот, кстати, очень важный вопрос хочу задать. Все имеют определенные убеждения в том, что в Америку приехал школа, да, дети, вот в основном же дети вот держат как якорь. И как с этим обстоят дела, вот про школу, можете рассказать? Да, поскольку у нас опыт был, дети ходили в школу, да. Здесь смотри, ты должен смотреть на рейтинг школы. Если у школы рейтинг начиная от 8, да, это уже хорошо. У нас в Ага дети ходили в школу 10 из 10. От 1 до 10, да? Да, от 1 до 8 это 4 типа плюс. Это уже классно, 8 это уже супер, хорошо, да. То есть если 5, 6 это уже не очень. Мы когда приехали в Ага, я прям принципиально искала школу, где 10 из 10. Классная школа прям. Учителя занимались, все. И дети у меня за год выучили английский. Если вы переживаете, что у вас дети не знают английский, вообще не переживайте, они здесь налегке. Особенно маленькие, они прям быстро адаптируются. Я дополню по поводу английского, это не просто они сами дети выучат, им прям выделят учителя. Они будут с американскими детьми, да. С американскими детьми учиться. И плюс они еще спросят, какой язык, и дополнительно ему выделят учителя, будут индивидуально с ним изучать английский. И это будет все бесплатно в рамках госшколы. Да. И более того, у нас вот недавно дети перешли в чартерную, да, то есть лотерея там. Они попали в китайскую школу, они про это говорили нам сами. Мы только и рады, что, ну, вот сами понимаете, где азиаты, да, там уже китайско-английское, то есть и на китайском, и на английском у них уроки. И это бесплатно. Про бесплатно говорите, вот зрители могут задать такой вопрос, а вот сама школа платная, бесплатная? Образование здесь бесплатное. Вот, да. я про это Даже хотел. когда вы поступаете в университеты, да, Гарвард, то есть вы можете на грант поступить. А дети, которые здесь учатся, ну, то есть активные, да, это тоже же ты собираешь как рекомендательные письма, как на визу таланта, тоже собираешь все эти документы уже со школьных времен. И когда вот это все собирается, ты можешь поступить на грант в школу или финансовая какая-то помощь у тех, кто держатели грин-карт, да, это очень много разных плюшек. Есть спонсоры, которые оплатят студенту, он видит, что он суперактивный везде, могут оплатить. А вот такой вопрос, что очень распространенная тема сейчас, вот однополый вот момент вот в школах, как вот с этим?
насчет этого у нас школа, вот я говорю, мы вот переехали специально именно сюда, хотя мы от ЛА минут 40 живем, да, возможно. Мы же живем в эре Orange County, они против этого. Они против этого. Именно Orange County. Ну это еще в республиканских, надо смотреть от штата, да? Ну, понятно, да, республиканская, и так там нету вот однополых. Вот это Калифорния, считает, ну, Да, многие боятся, но здесь этого нету. Здесь так не увидишь, да. Здесь еще и, насколько я знаю, сейчас вот с приходом... Вот как раз вот казахам, да, вот можете в Ирване спокойно жить и детей отправлять в школу. А так сейчас многие школы пропагандируют вот однополых браков. И сейчас уже да, отменили же. Отменили, да, вот нам Он интересно. подписал указ, Вот, что у всех отменили. вопрос так, вот в школах опасно, вот этот момент опасно. Да. Отменили? Да, отменили. Короче, лайк. У меня дети ходят, ну не знаю, такого ничего не сталкивались. Хотя мы их предупреждали, ты мусульманин, ты понимаешь, да, что ты мужчина. Он такой, мама, я знаю. Потом у нас еще есть здесь школа, вот казахское сообщество в Ирване, да. Вот я знаю девушку Аселя, она вот нам помогла ходить, чтобы моя дочь ходила по воскресеньям в исламскую школу. Там вот и турки, то есть турецкая. Все мусульмане да, с разных национальностей. Да, Ну, да, молодцы, да. да. В этом Так что плане тогда не поэтому- будем беспокоиться. Да, не Еще переживайте. такой вопрос. Вот у нас в постсоветском пространстве часто такая агитация идет, что Запад гниет, что здесь уже люди на улице, что там бомжов много, ну, однополые браки были, вот это морально вот это гниет, вот такой вот стереотип есть. Насколько это правда? Ну, говорить всегда можно много что, да. И, ну, по факту мы сейчас здесь живем, вы нас видите, мы не гнием. Но, Мы хотим остаться здесь. В Orange County, как ты, ну, вы же видели, что здесь нету бомжей. Да. Да, заметил, На да. дороге чисто. Очень чисто, да. безопасно. Палаток нет, да, Да. полиция. Бордюры белые еще, ребята. Здесь асфальт, он вообще такой чистый, как будто его только помыли. Да. Я почему? Заметил. Он здесь реально безопасно, здесь нет этих бомжей. То есть все классно А уже. в LA в самом, да, это Там можно. грязно. Да, это город. жуть вообще. Вот. Там грязно. Там же вот район здесь, Скидро, да? Мы там Да, были. да. Там жути, как вообще аморальные люди. Вот я еще такой вот, вы заметили, когда мы вот, ну, Астана, да, Алмата, все равно все хотят там в центре, в городе. Да, да, да. А в Америке такого нет. Да, Все да, не да. хотят даунтаун. Да, да, Даунтаун да, это да. город. Они не хотят жить В центре, в даунтауне, да, в центре. да. Там у них в основном офисы, там какие-то, ну они не желают. Мы там вот жить. когда в Все Цинциннати американцы- переезжали, я говорю, а почему мы будем за городом жить? Я такая не поняла вначале. Почему не в центре? Лучше жить за городом. То есть все американцы, они все живут за... И вот поэтому мы живем сейчас за городом, да? Такие районы. И вот Ньюпорт многие, то есть очень дорогие дома тут. Классно. Ну, богатые казахи знают, где жить. Енді мен бірден айтайын, мен осы Ирвайн деген қаланы көрдіп, осы Америка келген сайын осы Ирвайнға келеміз. Бүкіл енді қалаларында болдық. Чикагода, Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, там Лас-Вегас, Сан-Франциско деген үлкен қалалар. Оригинал спрайт. Ирвайн ең адамдардың тұратын сондай мечта, в общем. Рай на земле, не филиал рай на земле, да, былай айтқанда да. Күнде күн шығып тұрады, жан-жақтың барлығы өсімдікпен, талдар өсіп, пальмалар, инфраструктура, үйлердің архитектурасы, даланың архитектурасы, барлығы прям кәдімгідей бір президентский парк секілді әдемі оформленный. Как будто да, далада жүресің бір туристический бір центрде, бір үлкен бір гостиницаның бір не сияқты. Сейчас мы сидим в февраль месяц. Да, Февраль да, месяц, да. вот и футболки. Зима, да? Да, зима. Yeah. Здесь очень много парков, очень много парков. Мы даже многие не посетили парки. Я когда приехала, у девочек спрашиваю, а что здесь, какие места? Он говорит, Эльмир, здесь очень много парков. Прям Ирвайн, он на парках, да? Главное, что вот Поэтому- действительно вы сказали, вот все здесь красиво, озеленение. Заметили, как они ухаживают даже Да. за Да, Ландшафтный дизайн. Зеленый год. Всё. Они прям ухаживают за каждым деревом. Я когда увидел, как они ухаживают за каждым деревом, я был просто, если дерево ломается, они приходят, срезают его, или там кусточки, они его прям отдирают. Это прям прям такие фирмы есть. Я удивился, просто у нас есть озеленение там Компания, в Астане, в Казахстане, вообще в Казахстане, ну как они здесь ухаживают, для меня я был просто в шоке. Да, мы тоже в шоке, не только вы. Нет, наверное, мы просто привыкли уже, глаз замылился. Первое время мы прям ходили такие, вау, где мы живем. А сейчас уже, наверное, уже не ценим, да, а зря. Все рядом, все классно. Ең тағы бір сұрақ қояйын, біздің сұрақтарымыз мына көрермендерімізге түсінікті болу үшін сондай открыт сұрақтар қоямын. Біздерде енді
бізде мен мысалға өзім Қазақстандағы былай айтқан кезде правоохранительный органдарда мысалға да солар қалай жұмыс жасайтынын енді былай білеміз да. Бұл жерде көбінде стереотип бар, что американский полицейлер конфликт болса ат тастайды дейді мысалға да. Сол қаншалықты рас сол стереотиптер? Смотри, на третий день нас остановил, этот шериф, да, остановил. Мы летели 75, нарушили, а там нужно было 55. Мы остановились, нас друзья предупредили, просто не двигайтесь, руки на руль, не двигаемся. Все, к вам подошли, в окошко постучали, сказали, откройте окошко. Все, без резких движений, когда ты выходишь, они с тобой адекватны. Он улыбнулся и нам пожелал потом счастливого пути, сказал, здесь 55, здесь рабочая зона, будьте поаккуратнее. То есть они здесь с заботой. А если ты, может, агрессивно, то есть они имеют право, да, но мы всегда стараемся с ними. Ну, можно так сказать, если вот добавить насчет полицейских, когда рядом полицейский, ты действительно чувствуешь себя безопасно. Да. Почему это говорю? Это вот не раз здесь я слышал от казахов, и не только казахов, других СНГшных людей, что при резких движениях, или ты нападаешь, они почувствовали какую-то опасность, они имеют право в тебя выстрелить. Да. Опасно, да? Да. Ну, просто так этого не будет. И даже это на примере мне и вот Эльмиры, когда нас не раз останавливали нас, и он когда подходит, полицейский что-то спрашивает, я всегда у него разрешение спрашиваю, можно открыть окно, можно я там, у меня в бардачке документы, можно ли я возьму. Если меня так научили местные казахтар, говорили, потому что резкое движение сделаешь, он заподозрит, что ты там за пистолетом. Да. Здесь в Америке же разрешено каждому гражданину иметь пистолет. Из-за этого оружие, да. Ну, в основном как пистолет, да. И вот всегда надо разрешение спрашивать. Когда вас останавливают, надо всегда спрашивать. Мы так делаем. Я чувствую себя, когда полицейский рядом, я чувствую себя безопасно. Поможет, допроводит, да, сопроводит, вот так, да? Сопроводить, даже показать, куда тебе, какое место. Ты говоришь, я запуталась. Он говорит, он сразу, когда ментов увидит, сразу, да, поворачивается, останавливается, да, убежал сразу, да? У меня был, знаешь, ремень на день, да? У меня был страх, я когда вижу... Сзади одевай, сзади, да. Вот, Я вижу, Азамат сзади нас. Он такой, расслабься. Потом вижу, он улыбается, такой, типа, мэм, я такая, уф, и сразу. Я говорю, я не могу место найти. Он говорит, поехали, он садится, и мне еще место покажет, куда ехать. Ну, то есть они такие... Не смейся, не смотри в ту сторону, да? Бізде олай ғой, мысалы, машинамен кетасың ғой, қапталынан гаишникке да, енді қарайсың ғой, енді неміз қарайсың, бірақ бір какой-то бір андай чувство пайда болады да, қазір қарап тоқта деп, просто енді преступник емеспіз, террорист емеспіз, просто какой-то бір перманентный андай беспокойство пайда болады да, не алдын деп жатыр екен деп, тревожность пайда болады да, сол моменттермен не деп жатқан ғой. Енді қараңыздар бауырлар, түрлі мифтер бар, түрлі ой қабілеттер бар. Осы видеода болып жатқан нәрселердің бәрі Америкада өмір қалай, жалпы сол сұрақтар қойып, көбіне ситуациялар ашылып жатқан деп сенем. Себебі Америкада өмір сүруге көп адамдар армандайды. Мысалы, мен Американы қой, мен не істеймін, Американы қызық емес деп айтады да, бірақ жүрегімен ар жағында Американы талап етіп тұрады. Кім Нью-Йоркты көргісі келмейді? Мыңдаған миллион адам бар, Нью-Йорк көргісі келеді. Мыңдаған адам бар, Лос-Анджелес бар, Голливуд бар, звездалар бар, мысалға Арнольд Шварценеггер деген сияқты, жаңағы Сталлоне, кім бар, біз енді білетін Ван Дам бар, кім көп қой, мысалға актерлар, соның барлығы енді бұлай көбі сол Лос-Анджелесте тұрады. Енді тағы да осы арасында біздің осы соңғы сұрақтарымыздың біреуі маған қызық болып тұрғаны, біздің көрермендерге қызық шығар. Сіздің осы бірнеше жыл тұрдыңыз ғой осы, американецтер қандай халық, сол жай айтсаңыз, біз маңызды үш не айтсаңыз, американецтердің біз қазақтардан, СНГ-ден қандай культурный айырмашылығы, бір сонда не бар сізді айта аласыз ба? Мне нравится, они дружелюбные, они готовы всегда помочь. То есть, если ты спросишь, они тебе могут, то есть, да, говорю, прям отвезти, сопроводить тебя могут. Третье, это, наверное, дистанция. Да, и они соблюдают личное пространство. Это у них прямо
приоритете. Они- Например, можете... Не Они будут вот дорогу так придут? пихаться, толкать, там, знаешь, они вот тебя пропустят, они всегда пропускают, и нас даже дети учат. То есть заходишь в школу, с одной стороны выходишь, с другой выходишь, а мы такие не знаем, с двух сторон что-то. Говорит, ну мама, иди сюда, потом я ласну, а все, окей. И уже в следующий раз ты уже идешь по одной стороне заходишь, с другой стороны. И этому дети тоже учатся, классно. Классно. А Да. минусы какие? Минусы, наверное, думаю, опять же, не все такие, да, возможно, они уже, видишь, здесь уже как не иммигранты, в зоне комфорта, и у них, наверное, нет, стремления, да, как у нас вот. Вот, наверное, вот это минус, потому что они уже привыкли к этому. Амбиций мало, да, у них? Амбиций уже мало, да. Но есть и амбициозные, есть такие, да. Ну, не может, все, в любом не случае, все, да. да. Большинство, я за Да, большинство примерно. говорю. Они вот могут до обеда поработать, и все, с обеда. Не знаю, может, это и плюс, да, то есть до обеда Спешат, да, поработали. деньги есть Да, нормально. может, деньги это И плюс. по поводу работы американцев я согласен, если они от звонка до они все, вот я работал еще, подрабатывал на заводе, в 6 утра они все на работе, в 3 часа дня они не будут перерабатывать, в 3 часа дня они уже все уходят. Это, я работал на заводе американском, я был в шоке, как у них все вовремя. Дисциплинированно, да, получается? Дисциплинированно. Америка к дисциплине Уважение. приучает. Ну, это получается плюс, это не минус, же, Это да? плюс. Да, Еще по идее. то, что Самое к дисциплине Интересно, приучают. когда вот говоришь, что я английский не понимаю, я не знаю. Они говорят, не вопрос, говорят, года 3-4, говорит, и ты будешь знать, говорит. Все такие, говорит, это, они не смеются там, бед не кульми, там, ты что, приехал сюда зарабатывать, не знаешь, английский, такого не будет. да. Жоқ, бізде мысалға қазақтарда мынандай бар да, мысалға бізде қазақша сөйлеп жатырық, орысша сөйлеп жатырық, соны осуждать етеді. Неге қазақша сөйлемейсің ба, қазақ емессің ба деп. Бірақ менің түсінуім бойынша тіл деген ол қарым-қатынастың инструменті. Мысалы, бірде мен Америкаға келіп тұрып, қазақша сөйлей алмаймын, себебі түсінбейді ол мені. Мен вынужден ағылшынша сөйлеуге. Ал енді американецтердің өзінің ортағы қалай олар мысалға испанецтар келеді, біз енді кеше таксиге мінген кезде бір испанецпен, ол вообще ағылшынша білмеймін дейді. Вот минус, они знают только один язык. Вот, то есть в плане, мы же 3-4 языка знаем. У них бізде Қазақстанда қалай? Қазақ және орысша, да? Вот документ даже, да? Вот так же у нас и документы, и даже колл-центр. Куда не пойдешь, так. В Америке у них здесь американский и испанский. Да, у них только два, тоже госязыка. Но они все равно столько языков не знают, мы все равно много языков же знаем. Они Мен айтайын удивляются. отқаным, бізде просто мына ағылшынша білмей бір жерге барып магазинге кіресің да, сосын айтқың келеді да, бүйтіп та, мен нан алайын деп едім, нан қай жерде деп сұрауға, мысалы енді ағылшынша түсінетін адам айтады ғой былай. Бізде мысалы иммигранттар, мысалы Қазақстаннан келгендер, олар көп ағылшынша білмейді, ол бред деп айтады, I need bread дейді, например, да. Сол кезде кассада тұрған адам күлмейді да оған. А бізде мысалға сен Қазақстанда жүріп магазинге барып, бір орысша сөйлей алмасаң, жаңағы вот это деп бір ыңғайсыз айтып қалсаң, нетеді, бір түсті көреді. Менде мысалы бүгін дәл сондай момент болды, бір жерге алатын болдым. Сосын айттым, Google-ға жаздым да переводын. Сосын переводын айттым, мен дұрыс неправильно произносил, оказывается. Айттым, түсінбейді ол. Сосын Google-ға жазып, суретмен көрсеттім, мынау деп. Қарайды да, сосын, дейді да, ана жерде дейді. Сосын барып алып жатырмын, сосын манағы мен айтқан сөзді өзі айтып жатыр да, ударениесімен басқа қылып та. Окей деп алып кеткенмін. Сол кезде айтпайды да, не қылып тұрсың, что ты там говоришь, я не знаю, сам найди, жоқ, андай позитивно қарайды да ситуация. Сол енді соны сұрайын деп отқаным, ол теманы не үшін қозғап отырмын, сол қаншалықты маңызды нәрсе деп ойлаймын. Мысалға, біреудің тілін білмегенін, мынау орысша сөйлей алмайды, немесе қазақтары қазақша сөйлей алмайды дейді, орысты қара қазақша сөйлей алмайды, бізден сондай нелер, стереотиптер неге сол Америкада жоқ? Здесь же страна вообще иммигрантов, и знаешь, и классно, что они вот это не осуждают, ты уже не стесняешься, с ошибкой бола берет, айта бересің. Потом и так люди учатся, они это понимают и к этому толерантны. Вот молодцы, да? Сонында көрермендерімізге белгілеп қояйық, Америкада көп айтады, мен Америка келгенде тіл білмеймін ғой, ағылшынша үйрену керек, сосын барып дейді. Ол мына жерге келген кезде жаңағындай жүру, тұру, нан, картошка, жуа деген основной, су деген сияқты сөздер жаттап алып, магазинге барып, тек просто дек I need water, bread деп бүйтіп кәдімгі айтып берсең де ешқандай күлкілісіз, несіз жаңағы қарым-қатынас жасай береді. Жалпы американецтерда ондай не жоқ екен. Бізде мысалы
Қазақстанда тұрғанда тек қазақ бар, қазақты біз өзіміз жоғары көреміз. не, Ол өзіміз ұлтымыз деп та, қазақпыз, Қазақстан деп. Енді біз жалпы көп елдік неміз ғой, көп халықтық елміз да. Америкада халық одан да көп, мысалы мексиканцың бар, итальянцың бар, француздарың бар. Сонымен айтқандай Канада, Америка, Мексикада ондай бір осындай халық деген сияқты жоқ, олар просто американцы, оның іште бәрі кіре береді. Мысалы қазақтар кіріп, яғни уақытын осы жерде тұрып, гражданство ала алады, мысалы да, 5 жыл тұрса, заңды бойынша тұрып, документтарын тапсырып, тесттерін өтсе, оғанда американский гражданство береді екен. Сол сен американец боласың. То есть айтпайды да қазақ или там мексиканец деген сияқты. Нету титульной нации, да? То есть в Канаде, Австралии, в Америке их нету такой нации. Верно, да. Мы же понимаем, что здесь... Страна иммигрантов. Да, страна иммигрантов. И здесь люди со всего мира, со своей культурой приезжают и со своими принципами. Так что здесь никто тебе не будет в лицо смеяться, что ты не знаешь английский. Это нормально. Бауырлар, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, барлығына жауап беруге тырысамыз. Біздің мақсатымыз осы видеоны көп қазақ бауырларымыз көрсін деп, себебі Америкаға келіп, өмір сүріп, жұмыс жасап, ақша тапқысы келетіндер көп. YouTube-тың алгоритмі просмотр болса және лайк басып, басқа достармен бөліскенде, басқа да көрермендерге көрсетуге жұмыс жасайды. Американецтар ет жақсы көреді дейді, стейк пісіреді олар күнде. Сол бізде қазір ол жерден отырып, Азамат бауырымыз бізге стейк пісіріп береміз дейді, сол осы арасында видео болады стейк. Американский натуральный стейк. Осы видеода біз не білдік? Ең бірінші маңыздысы Америкаға қалай заңда келуге болатын бірнеше кейстер жасауға болады екен. Екіншісі, Америкада қалай өмір сүреді, қанша ақша табу керек, және де мектеп бала шағаны мектепке берген кезде тегін ба, ақша төлеу керек па, соны білдік. Және де басқа да Америка жөнінде сұрақтарды көтердік. Бауырлар, егер де сіздерде сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарий жазыңыздар. Осы видеоны осы Америкаға келіп, жұмыс жасаймын, көшіп келгім келеді, немесе просто турист болып келгім келеді деген бауырларыңыз болса, осы видеоны жіберіңіздер, себебі бұл жерде шынайы өмір сүріп жатқан бауырларымыздан ақпарат алып бөліскеніміз. О, рахмет сендерге. Стейки будем? Стейк. Бағадан бері бар ғой, соң қашан стейк жейміз екен. Все, бітті ма? Бітті, давай, не, стейк. Болды.